Дорогие братья и сестры, поздравляю с престольным праздником нашего любимого собора, Днем Вознесения Господа и Спасителя Иисуса Христа. Поздравляю от лица владыки митрополита Александра и желаю, чтобы Вознесенский собор всегда занимал особое место в нашей духовной жизни. Но вот отмечают, что календарь православной церкви построен таким образом, что мы ощущаем себя свидетелями и в некоторой степени даже участниками многих евангельских событий. Совсем недавно, на Страстной Седмице Великого Поста, мы вместе с учениками, вместе со всей толпой иерусалимских граждан предстояли перед Голгофой, где осуществлялось это страшное преступление, казнь Господа и Спасителя Иисуса Христа. А на третий день мы вместе с женами мироносицами подошли к гробу и обнаружили его пустым, а потом вместе с учениками и апостолами, вместе с Фомою встречали Господа уже воскресшим, когда Он приходил, являлся, и, как говорит нам Священное Писание, беседовал со своими учениками о тайнах Царствия Небесного. И вот в этот день, когда Церковь отмечает Вознесение, пришла пора проститься с нашим Господом. В течение 40 дней Он был вместе со своими учениками, был рядом, был видимым образом, являясь им во плоти. Да, Его плоть была преображенной, особой, но все-таки это была плоть, в чем Он дал возможность убедиться апостолу Фоме, призвав его: «Ну, подойди, вложи свои персты, свои пальцы, свою руку в мои раны, поверь в то, что я истинно воскрес, во плоти воскрес». А затем Господь оставил своих учеников. На 40-й день Он собрал их всех вместе на окраине Иерусалима, в самой высокой точке Иерусалима, на Илионской горе, провел с ними последнюю свою беседу и стал медленно подниматься у них на глазах, возноситься на небо, воздев руки, совершая жест благословения своих учеников и всех тех, кто поверил в Него, как в Бога и Спасителя, и оставался на этой земле. Наконец, облако сокрыло Его из глаз, говорит нам Священное Писание, говорят свидетели Вознесения. А ангелы, которые находились рядом с учениками, поведали им такую весть, что Господь Иисус Христос ушел не навсегда. Он явится, Он придет снова. И придет снова таким же образом, каким вы видели Его только что возносящимся на небо. Ангелы первой апостольской общине поведали тайну второго пришествия Господа, но сроки Его не назвали, и человечество до сих пор свято, с уверенностью и надеждой ожидает этого второго пришествия нашего Господа. А в чем смысл вот этих событий, свидетелями и практически участниками которых мы становимся сегодня, в день Вознесения Господа на небо? В чем богословский смысл этого события? Песнопения молитвы праздника Вознесения ясно и четко отвечают нам на этот вопрос.
во славе вознесися от нас на небо, и одесную седой Бога. Господь пришел с неба, принял человеческую плоть, воплотился, и с этой плотью вознесся на небо, совершив свой искупительный подвиг, благодаря которому человек примирился с Творцом Своим, с Богом. В день вознесения Господа на небо завершилась, окончилась Его спасительная миссия, ибо Он, воссев одесную Бога Отца, дал теперь возможность каждому человеку, пребывающему здесь, на земле, в этой плоти своей, последовать Его путем. Мы искуплены кровью Христа Спасителя, который за наше беззаконие один раз принес жертву, и мы обожены Его телесным вознесением на небо. Не только душа человека бессмертная, которая пребывает в теле, но и само тело теперь призвано к тому, чтобы нести божественную благодать, и все мы и душой, и телом призваны к освящению. Вот в чем смысл этого праздника Вознесения. Мы все можем вместе со Христом в некотором смысле воссесть в будущем веке рядом с Богом, войти в Царство Небесное. И не только в будущем веке, но и еще здесь, на земле, в нашей жизни земной, мы уже можем ощутить себя, если осветимся силою и действием Духа Святого, ощутить себя на высоте, ощутить себя в вечности, ощутить себя рядом с Богом. И вот это очень важно, потому что нам здесь на земле приходится переносить множество испытаний, много страданий, сталкиваться с вопиющей несправедливостью, со страшным злом. И как важно смотреть на все это, и на то, что случается и лично с нами, и с нашими близкими, и со всем человечеством, и с целыми народами, смотреть с точки зрения вечности, смотреть с высоты, оттуда, где Христос восседает одесную Бога Отца. Если мы только посмотрим с высоты на то, что совершается в мире, мы поймем истинный смысл всех событий, и тех событий, которые радуют нас и заставляют восторгаться и прославлять Бога, и тех событий, которые нас огорчают, и поймем смысл даже самых страшных событий, которые воспримем как испытания, выпадающие на нашу долю, на долю людей, чтобы приготовить их, те, кто в состоянии, конечно, воспринять уроки, приготовить их к вечному небесному царствию. Если мы с точки зрения вечности будем смотреть на все происходящее в мире, то все эти наивные детские вопросы отпадут и уничтожатся сами с собою. Все эти вопросы, с которыми нам часто приходится встречаться, когда мы слушаем неверующих людей. Ну а почему же Бог допускает зло? Почему гибнут невинные люди? Почему подлецы оказываются ненаказанными? Почему страдают младенцы? Да, это зло, это плоды греха. Не Бог виноват в этом зле, а человек, который преступлениями наводит грех на все человечество. Но это все временное зло. Это все
пройдет, уничтожится, как только закончится бытие этого мира. Главный урок праздника Вознесения – это повеление, чтобы мы на все смотрели с точки зрения вечности, с точки зрения божественной справедливости, которую здесь, на земле, искать-то и не нужно. Хотя иногда справедливость Бога и здесь торжествует, но в большей степени справедливость нужно искать, конечно, в вечности. Господь справедлив, и Он помилует всякого человека, который хотя бы малейшее расположение обнаружит здесь к Нему, расположение принять Его любовь. Господь справедлив, и Он накажет всякого, кто противится божественной любви, отвергает и себя погружает, и всех окружающих в эти страшные беззакония, свидетелями которых мы часто являемся. И пусть память о празднике Вознесения Господа всегда будет с нами в течение всего года. Помолимся, чтобы вознесшийся от нас на небо Господь сподобил и нас в будущем веке с новыми измененными телами наследовать вечное блаженство. Аминь.